Спонсор показа — автосалон «Диалог Авто», 288 88 40. Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как в доме на улице Бондаренко семья отравилась угарным газом. Покажем последствия крупной аварии на улице Саид-Галеева. Водитель, как предположили автоинспекторы, был сильно нетрезв. А также, как огонь поглотил сено и тракторы. И склад алкоголя в подвале многоквартирного жилого дома. 55-летний мужчина осуществлял хранение немаркированной алкогольной продукции. Это и не только. Прямо сейчас. Женщина с 6-летним сыном ночью отравились угарным газом в собственной квартире в одном из жилых домов на улице Бондаренко. Фактически спас их глава семейства, вовремя вызвав медиков и спасателей. Его супруга к тому времени уже потеряла сознание, а ребенку было очень плохо. Нафиса Минязова с подробностями. Ночью во двор жилого дома по улице Бондаренко прибыли спасатели, газовики и медики. Последние вывели из квартиры на улицу женщину с ребенком. Оперативные службы вызвал глава семейства. Когда ребенку стало плохо, женщина потеряла сознание. Обоих госпитализировали с диагнозом отравления угарным газом средней степени тяжести. Самому мужчине помощь медиков не потребовалась. За последние 2 дня в Казани произошли 3 случая отравления угарным газом. Предварительной причиной во всех случаях является отсутствие тяги в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах. По статистике, жертвами опасного газа люди становятся в основном из-за неправильной работы газовых приборов, дровяных печей и от недостатка вентиляции в жилых помещениях. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Жизнь 91-летней пенсионерки спас пожарный извещатель. В 8 часов вечера в поселке Новое Сафарово, это в Муслюмовском районе, загорелся бревенчатый дом. Пожилая женщина услышала громкий звук извещателя и покинула жилище самостоятельно. Ее дом полностью сгорел. Площадь пожара составила 24 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сегодня днем в садовом товариществе Нокса сгорел жилой дом. Люди там жили круглый год. В момент возгорания дома никого не было. Огонь заметили соседи, они вызвали пожарных и сообщили хозяевам. В чем могла быть причина возгорания, узнала Алия Хайрудинова. Первый раз в жизни сталкиваюсь с таким несчастьем. О страшной новости женщина узнала от соседки. Та, увидев дым, идущий из-под кровли, вызвала пожарных и позвонила хозяевам. К моменту их прибытия чердак вовсю полыхал открытым пламенем. Огнеборцам удалось справиться с возгоранием за несколько десятков минут. У нас печное отопление. Сказали, что перегрев трубы. То есть, так как у нас дом каркасно-щитовой, деревянный, соответственно, произошло нагревание деревянных перекрытий, и оттуда пошло воспламенение. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Горел в основном чердак, но пострадал весь дом от дыма, копоти и воды. Люди не пострадали. В этом доме жили 4 человека. Родители в момент возгорания были на работе. 2 детей в школе. Дом, по словам хозяев, был не застрахован. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. 2 трактора и 80 тюков сена сгорели в деревне Мартыново, это в Сабинском районе. Пожар вспыхнул в ангаре, где все и хранилось. Огонь уничтожил все на площади 150 квадратных метров. В огне никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям. Крупную аварию устроил водитель автомобиля Hyundai на улице Саид-Галеева. Сначала он столкнулся с Тойотой, с которой ехал в одну сторону, а затем уже на встречной полосе влетел в Део. Предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако молодой человек категорически отрицал свою причастность к произошедшему. Нафиса Минязова поговорила со всеми участниками происшествия. Я владелец транспорта. А водитель где? Водитель где-то. То есть вы сами не знаете, как делаете? Где-то был здесь, потом чуть-чуть поработал. Он уверял, что машина, конечно, его, но управлял автомобилем другой человек, а сам был пассажиром. Но другие водители именно его видели за рулем Hyundai. И как раз он, по их мнению, и стал причиной этой аварии. Он не один ехал, их там много ехало. Они все были пьяные. Они убежали, что ли, все, или где они? Ну, его друзья все уехали, он один остался.
Он просто якобы говорит, что он не водитель, но он водитель, да? Видели, если вот, что там, я не знаю, как он не водитель-то. Он водитель и... И про этот, которые были там с ним люди, ну, девушка там, сказал, что вот он сидел за рулем. Сначала Hyundai врезался в заднюю часть Toyota Avensis, после чего машину предполагаемого виновника ДТП отбросила уже на полосу встречного движения на едущую там Deo Nexia. Его понесло на через две сплошные, на меня, короче. Я проезжал мимо и он мне бочину, короче. Никто не пострадал, все нормально? Нет. После оформления аварии водителю Hyundai предложили пройти экспресс-тест на алкоголь. Он очень долго пытался убедить сотрудников ГИБДД в том, что ему не следует этого делать. Вы согласны пройти? Ну, нет, мне просто интересно. Я говорю, я не управлял транспортным средством. Ну, я вам вопрос задаю. Ну, а смысл мне приходить? Вы будете проходить? Я же не был за рулем. Вы будете проходить, освидетельствовать? Ну, мне объясните. После объяснения парень все же согласился пройти тест. Результаты только подтвердили догадки. Пока не скажу, что... 1024. Теперь молодому человеку, вероятнее всего, придется расстаться с водительскими правами, заплатить крупный штраф и, вероятно, самому расплачиваться за ремонт разбитых автомобилей, если, конечно, суд не поверит в аргументы о его невиновности. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. В Казани таксист не дал мошенникам обмануть пенсионерку на 350 тысяч рублей. Как он рассказал полицейским, 10 декабря ему позвонил неизвестный мужчина, клиент, и попросил перевезти вещи из одного места в другое. Приехав по указанному адресу, к нему вышла взволнованная бабушка и передала конверт. И тут звонивший рассказал, что там деньги, и вместо конечного пункта попросил перевести их на карту. Тут водитель догадался, что это может быть мошенничество, и вернулся к той бабушке. Она рассказала, что не так давно ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что внук сбил человека. За то, чтобы он избежал уголовной ответственности, попросил вознаграждение 1 миллион рублей. Но у бабушки было всего 350 тысяч, и звонивший согласился и на них. Таксист рассказал женщине, что это стандартная схема мошенников. И только после этого бабушка позвонила внуку. С ним все было хорошо, и в аварию он не попадал. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество». В отделе полиции Ямажский проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Около 4000 литров ядовитой незамерзающей жидкости для автомобилей изъяли сотрудники Управления экономической безопасности в Нижнекамске в рамках операции «Алкоголь». Оперативники установили, что 35-летний мужчина неоднократно закупал незамерзайку у владельца одного из кафе, затем хранил ее у себя в гараже. Документов и сертификатов соответствия на продукцию ни у кого не было, как и лицензии на реализацию и оборот спирта. В общей сложности у подозреваемого изъято 788 пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью. Эксперты установили, что она опасна для жизни и здоровья. По результатам исследования в составе изъятой незамерзающей жидкости обнаружено ядовитое вещество – метанол, метиловый спирт. А в подвале одного из многоквартирных домов в Зеленодольском районе полицейские обнаружили почти 1500 литров алкогольных напитков. Производители этой продукции, судя по бутылкам и этикеткам, были очень известные. Но оперативники засомневались, что внутри тары именно то, что и должно быть. Что зародило сомнения, узнала Айгуль Бадруддинова. Вроде бы обычные бутылки со спиртным перед Новым годом алкоголь порой закупают коробками. Но подозрение у сотрудников Управления экономической безопасности вызвало другое. Акцизные марки хоть и есть, но не везде. А в их подлинности оперативники засомневались. К тому же объем 1430,5 литров слишком много для праздника. Одному человеку этого хватит на 7 лет и 8 месяцев, если выпивать по одной бутылке каждый день. Хранилось все это в подвале многоквартирного дома и принадлежало 55-летнему мужчине. Вот стражи порядка и подумали, что тут, возможно, имеет место незаконная коммерческая деятельность. Оперативники установили, что у мужчины отсутствовали какие-либо документы. В ходе обыска изъята спиртосодержащая жидкость, пустая тара, крышки для укупорки. Сейчас изъятый алкоголь направлен на экспертизу, и уже исходя из ее результатов будет принято процессуальное решение. Айгуль Бадруддинова, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Испытайте флагманский кроссовер Cherry Tiggo 8. Инновационный дизайн, 7-местный салон, LED-оптика, технологичное оснащение, мощный двигатель.
Тига 8. Путешествуйте бизнес-классом.